У цэнтры ўвагі дыялогу з калектывам мазырскага нафтаперапрацоўчага завода геапалітычная абстаноўка, сусветныя ваенныя канфлікты, санкцыі і іх уплыў на эканоміку, сітуацыя на рынку працы. Кожны мог задаць эксперту сваё пытанне. Сустрэча з мазыранамі працягнулася ў зале гарадскога палаца культуры. Мамы ў дэкрэце, пенсіянеры і прадстаўнікі працоўных калектываў і малога бізнеса, моладзь. Сотні людзей прыйшлі на сустрэчу з вядомым у краіне чалавекам, да меркавання якога прыслухоўваюцца. Не зря она названа «Пульс страны». Действительно, мы получили такую сконцентрированную информацию, которая, как правило, в наше время информационного шума, она серьезно размазана как во временном интервале, так и источники, из которых ты их получаешь. А вот благодаря тому, что приезжают, можно сказать, первоисточники к нам, мы можем получить объективную, актуальную, такую самую острую информацию о жизни в нашей стране. Ситуация в Беларуси стабильная. Отзначаются рост экономики и минимальный уровень злочинности. Мир и бяспека дарагога каштуюць, але вакол нашай краіны становішча складанае і заблытанае. Даводзіцца лавіраваць у непростых умовах, у тым ліку і санкцый. У стагоддзе інфармацыйных тэхналогій, калі шмат інфармацыі, часта фейкавай, важна уметь разобраться ва ўсіх нюансах и зрабіць свае высновы. Я считаю, что депутат – это проводник между властью и народом. И на данной встрече я задавала Александру Павловичу вопрос о том, какой у него был профессиональный путь от учителя и госслужащего до дипломата и депутата парламента. И он поделился нам своей формулой успеха. Встреча прошла очень дружественно и ярко. Мне очень понравилось. Я считаю, что данные мероприятия очень важны для нашего населения и вообще для людей, для того, чтобы быть более информированным и получать нужные знания. Для молодых людей такие встречи нужны обязательно для того, чтобы в первую очередь познакомить их с известными людьми и с властью, которая нас окружает и которая помогает каждому из нас приобретать какой-то жизненный опыт. Для того, чтобы познакомить молодое поколение с нашей страной, с той стороны, с которой они еще не знают. Потому что если нам никто не сможет помогать, то и сами мы ничего не добьемся. А с помощью нашей власти мы всегда поймем, в правильном ли мы пути. Пасля ўступнай часткі час пытанняў з залы. Датычыліся яны і гісторыі, а гэта першая адукацыя Александра Шпакоўскага і сучаснасці. Сустрэча атрымалася насычанай і дынамічнай. В целом нет, наверное, тех неважных для нас направлений деятельности, неважных хозяйствующих субъектов, государственная форма собственности или частная, где бы мы не хотели иметь твердые позиции государственной власти, где бы мы не хотели видеть высокий уровень патриотических настроений, а это может быть достигнуто только путем открытого, честного разговора с людьми, как о наших достижениях на сегодняшний день, так и о наших трудностях, о тех планах, которые есть на будущее, о тех решениях, которые мы намерены предпринять для того, чтобы укрепить потенциал нашего государства, для того, чтобы укрепить потенциал, в данном случае, Гомельщины, Мозырского региона и купировать те недостатки, с которыми мы, к сожалению, в том числе сталкиваемся. Лейтмотыў сустрэчы – давяраць неабходна толькі правераным крыніцам інфармацыі, а ў барацьбе з фейкам і інтэрнэт-махлярствамі самае галоўнае – гэта павышэнне прававой і палітычнай культуры і граматнасці.